Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Матвеева Лада, ведущая программы «Достояние». Сегодня мы познакомимся с очаровательной и талантливой рукодельницей Петровой Розой Васильевной. Здравствуйте, Роза Васильевна. Расскажите пару слов о себе и о своем творчестве. Прежде всего, я агроном. Я всю жизнь работала в поле, можно так сказать. У меня всю жизнь была мечта одна. С детства. Детская такая глубокая мечта. Чтобы в волю было хлеба. Угу. Я никогда не забуду, как я шла в детстве, когда давали хлеб по талонам. И там довески. Я брала самые маленькие довесочек и до дома шла и сосала вместо конфетки. Вот так что вот такая детская мечта. Да. А у меня она сбылась. Угу. Теперь волю хлеба. Я прихожу в магазин, смотрю, как люди выбирают из такого обилия всяких сортов хлебов. Я радуюсь. Мечта-то сбылась. Да. Ну вот, на пенсию я ушла, чтобы помочь детям вырастить моих внуков. Мне повезло, я работала очень с хорошими людьми, замечательными людьми. У меня такая прекрасная, светлая память о каждом, с кем я работала. Теперь в моем творчестве, рукоделии. Сначала я занималась тем, что обшивала всех, а потом, когда пришло время, когда появилось все на прилавках, я стала заниматься вышиванием. Угу. Не просто вышиванием, мне нравилась вот эта вот художественная вышивка. Давно вы занимаетесь вышивкой вообще? Нет, вот у меня младшая внучка родилась в 2002 году. Как раз с ее рождением появились в магазинах вещи всякие. Я перестала вязать, перестала шить. И я буквально занялась вот от безделья вот художественной вышивкой. Я бы хотела, чтобы у всех вот так же, как у меня, вот то, что, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь, чтобы все это сбылось. Да, конечно. Хочется, чтобы ваши мечты сбывались. Это вообще... Конечно. Вот. А как ваши близкие относятся к вашему рукоделию? Старший сын, например, он в последнее время на своей, в своем коттедже, когда поднимаешься на второй этаж, решил запомнить картинами на зимнюю тему. Ну вот я ему на день рождения подарила картину с зимним пейзажем. Угу. Ему так понравилось, он ее вывесил рядом с картинами других художников, писанные маслом, все такое. Настоящие картины, не просто репродукции. Моя работа заняла среди этих работ достойное место. Все понравилось. Я ему и вторую такую же, только уже на морскую тему вышила. На юбилей 50-летний подарила. Тоже понравилось. Конечно, я не удивлена, что понравилось, потому что это очень красиво. А вот внучка у меня старшая, бабуля, я так хочу, чтобы что-то было вот из дома. Я ей самые лучшие вышивки думок подарила. Mm-hmm. Так она была безумно благодарна. Хоть что-то от тебя, бабуля, есть. Да, конечно. Вот. Много я своих работ дарила. Вот эти рождественские сапожки вышивала. Все, так. А много ли времени уходит на одну вышивку вообще? Очень. Это увлекательная работа. Если ты увлекся вышиванием, ты будешь день и ночь работать, тебе это увлекает, все заполнять это. Много. Это в течение полгода на одну картину уходит. Ага. Потому что и другие работы есть, по домашней, и прочее, и все. Это длинная работа, это за короткое время не вышьешь.
Такие картины, да. Да, ну можно было вышить и быстрее, если бы они были другого содержания, другого характера. Да. Но вот такая вот вышивка, как моя, она требует очень много времени. Как вы решились вышивать именно крестиком? Вам нравится больше крестиком вышивать? Мне больше крестиком нравится, потому что бисер, прочее, оно что-то такое, знаете ли, мне меньше привлекает. Вот такая мелкая художественная вышивка, она более естественна. Да, мне тоже нравится вышивка крестиком. Даже когда мы в школе вышиваем, именно вышивка крестиком вообще очень нравится. Да. Ну, там можно было и глади, и прочее, но это мне больше это увлекает, потому что там можно менять и оттенки, и прочее, и все. Проявляешь свое творчество, свое отношение к тому или другому, меняешь цвет, прочее, и все такое вот. Вот скажи, что это одинаковая вышивка, нет? Разные. Разные? Нет, вы имеете... Абсолютно одинаковые. Нет, я имела в виду узор. Да, узор, да. А вышивка крестиком. Да. Но ведь они остается впечатление, что они разные. Да. Вот, посмотрите, не одинаковые. Потому что здесь так, а здесь может так. В третий раз возьмешься за эту подушку абсолютно и менять и узоры, и менять цвета, и все. И будет совершенно другая картина. Да, а во сколько вы эту картину вышивали? Ну, это... Даже не знаю, я не могу, я никогда не задумывалась, просто брала с работы и выполняла. А вот хорошо, вот возьмись один раз за работу, вот, и сама подумаешь. Да. Вот не раз меня вспомнишь, какое же терпение. Да, я знаю. Если мы в школе даже вяжем вот такие маленькие цветочки, каких-нибудь животных, это очень тяжело. Потому что все-таки кропотливый труд. Это кропотливый труд. Он требует ужасного терпения, усидчивости и настойчивости. Если этих качеств нет, из себя не получится вышивальщица. Да. Вот. А как у вас вот это все заложено? Как вы и терпение, и усидчивость, как у вас все? Ну, сама жизнь заставляла быть такой. Например, я поняла, когда еще была маленькая, я поняла, что мне надо как-то выбираться из той ситуации, в которой я оказалась. Ну да. Я пришла, помню, в 7 класс, посмотрела на библиотеку и решила всю ее прочитать, школьную библиотеку. Я читала, мне не хотелось работы. Господи, как каждую минуту использовала, чтобы читать. Я много читала. Потом я решила заняться изучением художественных произведений. Даже до музыки добралась. И когда я уже оказалась в Ленинграде, каждый день ходила в театры. Опера, балет. Мне очень нравился большой симфонический оркестр ленинградский. Там определенный круг филармонистов. Они меня, собственно, приняли в свой круг. Ну вот я как-то и детей приучала к этому, заставляла читать, возила их в театры. Вот. Они у меня очень развитые, такие интеллектуалы. Да. Иначе бы не кончили оба. Конечно, с золотой медалью школу. Старший сын у меня с золотой медалью высшее военное училище кончил. Они сейчас занимаются, дальше продолжают учиться. Вот. У меня и внуки такие. Да, их с детства надо как-то к этому притягивать. А если бы они дома не видели, что не читают, не слушают, не видят, не смотрят. Наверное, ваши внучки тоже любят вышивать с вами вместе? Вот, к сожалению, нет. Нет? Нет. Они, вот младшая, она
увлекается танцами. Она ходит в канадское вот ассорти сколько лет подряд и очень хорошо танцует. Старшая больше увлекалась художественным рисованием, вот этим вот она теперь вот. Ну вот у каждого свое увлечение, да. Вот. И сыновья у меня были разные. Например, старший он больше был такого технического склада человек, а младший любил сочинять стихи. А какая из ваших вышивок вам показалась самой сложной, ну, тяжелой в исполнении? Наверное, вот это вот лошади. Лошадь? Они мчатся табуной, и брызги в разные. Мне брызги эти очень трудно было вышить. Ага. Там же надо еще подбирать цвета. Да, по-моему, обратила внимание, Да. как кони влетают в ручей или в реку, и перед ними гладь тихая воды, а когда они вбегают, и брызги летят. Вот эти брызги вышить мне было сложно. Нелегко. Вот так вот. Это, наверное, трудная была работа. Вот. Мне вот кота у мальчика трудно было вышить. Вроде кот котом, а вот там 27 разных видов серого. Одного цвета 27 видов? Ну, как оттенков. Оттенков, да. Вот. Даже, ну, есть такие моменты, когда просто вышиваешь. Вот мать с ребенком там. Вроде бы только 2 оттенка. Белый и коричневый. Угу. А сколько оттенков там от белого до этого. Все это надо было. Да, это, конечно, это требует усидчивости и терпения. Да, и умение как это видеть. Ну, каждый рисунок он по-своему. А просто так вышиваешь что-то там такое. Вроде идет работа, а когда вот что-то такое вот, ну, есть сложности определенные. Вот мне трудно было вышить, например, вот этот лес. Но это очень красиво у вас получилось. Зимний пейзаж, там столько снега. Мне пришлось менять даже толщину этих ниток белых. У вас так много картин? Вы, наверное, это в течение нескольких лет делали? Годов? Ну, конечно. Я, можно сказать, и когда еще училась в институте, пыталась вышивать. Но тогда не было времени, работа, прочее, времени не было. А тут на пенсию вышла, пожалуйста, столько времени. В детстве, когда я пошла в 6 класс, у нас появился преподаватель рисования, фронтовик, но он прекрасно преподавал нам рисование. Я так его уважала, и вот однажды он притащил зайца, картину зайца, под кнопкой к доске, нам листочки бумаги, и всем задал задание нарисовать этого зайца. Угу. Я так старалась, я такого красивого зайца нарисовала. Не могу налюбоваться, как он красивый и хороший, мой заяц. Теперь с трудом дождалась следующего урока. Следующий урок, я жду, что он мне похвалит за моего зайца, что вот он какой красивый заяц. А он этому 5, другому 5, прочее, а меня в последнюю очередь. А у Петровой непонятно кто, не то заяц, не то крыса. Вы же не одну тематику делаете, вы вышиваете и животных, и лес. Нравится вообще вышивать? Ну, мне нравится. Я вдруг увидела, вот, например, девушка с конем, да? Я увлеклась, потому что моя внучка занимается верховой ездой. Это... Мне нравится такой спорт. Верховой да. Я думаю, возьму вышью. Вышила. Потом я увидела чугуночек. Там в поле стоит с картошкой, с луком, огурцы нарезанные, помидоры. Мне очень понравилась сама тема. А что бы вы посоветовали новичкам, которые решили заняться рукоделием? Если у них усидчивости нету,
терпения нету, желания нету, лучше не браться. Зайцы получатся. Роза Васильевна, спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что нашли время и возможность рассказать о вашем творчестве. Желаю вам удачи и успехов во всем. Спасибо. Здравствуйте. А как вы относитесь к творчеству Розы Васильевны? С восхищением. Роза Васильевна, она творец своей судьбы и творец своей чудесной квартиры, творец своих чудесных вышивок. Это можно продолжать, это слово «творец» до бесконечности. Молодец. Она в возрасте, но создает просто, можно сказать, что это шедевр даже, на мой взгляд. Я согласна. Полностью. Ее картины, конечно, вдохновляют, рождают чувство великолепия, чувство добра, чувство восхищения. И очень бы хотелось, чтобы увидели эти картины не только соседи, но и жители нашего города. О, даже туда. Да, я поддерживаю мнение. Я так думаю. Почему? Потому что можно же организовать выставку, правда? Да, конечно. Вот. Можно организовать выставку, и где присоединятся другие жительницы нашего города. Роза Васильевна начала свою работу свои работы начала Поздно. Поздно. Да, Это да. в пенсионном возрасте. Поэтому, я думаю, есть, наверное, тоже такие же творцы. Я В думаю, этом есть. возрасте. В этом возрасте только и начинать. Да. В какое время еще у тебя будет столько времени, чтобы вышивать? На пенсии. Сидеть и вышивать. Ну, это, знаете, это роскошь. Если бы была организована выставка. Будем ждать. Будем ждать. Когда еще больше постареете, тогда и возьметесь. Мне нравится лично «Северное сияние». Северное Очень нравится. Ты, кстати, когда я ее вышивала, ты как меня... Я видела вот эту тряпку, можно сказать. Тряпочку. Она вообще некрасивая была. Я говорю, зачем это, Роза Васильевна? А как вышила, вообще очень хорошо. Мне тоже нравится эта картина. Красиво. Очень Вообще чудесная. Роза Васильевна сама она оптимистка. Ее не видишь, чтобы она там где-то плакала, где-то такая грустная была. Она всегда веселая, жизнерадостная. Вот Я это мне заметила. нравится. А как мы с тобой хор создавали? Создавали. Она и в хоре поет. Хоре, Пела, да. сейчас уже 2 года Ну, не из-за пою. того, что в Москву часто, поэтому да, не да, прошу да. составить пока. Но вот это создавали хор-то мы с ней начали. Она, я и Марья Они Никитична. красиво поют еще. Тем более она активистка, она и в Совете ветеранов активная участница. Вот рядом с ней Елена Родионовна сидит тоже. Она была. Теперь она Да. моя Совете преемственница. ветеранов. Она была А я безумно рада, что в этот наше начинание с тобой, вот хор наш живет, он получил звание народного хора. А я сегодня спрашиваю, сколько сегодня человек? 34 человека. И все ведь, между прочим, о каждом нашем члене хора можно отдельно рассказать. Это героические личности. Все просто достойны восхищения люди. А вот они из деревень идут в хор, поют, стараются не Творческие личности, Да, тоже так же, да, как и вы. да. Ой, я восхищаюсь каждым из них. А недавно Стеклов увидел меня и говорит, ой, Егор, Руководитель хора. ага, я, говорит, этот хор считаю своим детищем, горжусь, люблю и никогда не оставлю. А мы гордимся вами, вашим талантом, Я тоже горжусь вашим вами. вдохновением, вашей, как сказать, романтическим отношением к жизни. Вы что-то новое увидите у вас на полотне. Да. Не только северное сияние, там кони вот скачут. Вот мы говорим. Какое да, это стремление очень- вперед, прям такая энергетика. А мальчик с кошкой, посмотришь, вот как живые. А натюрморт овощей и фруктов, как будто Просто живые. взять Вот хочется. Хочется взять и поесть. Так что Ну, дерзайте, творите. Слава Богу, вышивайте. не зайцы. Ну, поняла теперь, Знаешь, что можно такое. и- Вот.
Но я сама рада. Я рада, что вот дожив до этих лет, Сколько вам, кстати, что каждый день 80. хочется что-то сделать новое. 84 года? А 84. я думала, вы только приближаетесь. Мне 84 Да, года. столько лет. Ну да. Даже не верится. Я каждый день хожу сюда, как соседка. Каждый день вижу эти картины. Они такие живые. Не насмотришься. Все время хочется смотреть. Мальчики. Мальчик с кошкой. Лошади брызгают воду. И все картины живые. Да, я согласна. Она сама тоже такая, ну, живой человек. Энергичная. Энергичная. Вообще активная. Шустрая. Но когда перешагнешь порог этой квартиры, то думаешь, что жизнь только начинается. Настолько здесь... Новые идеи, но когда-нибудь, да? Настолько здесь все эстетично, настолько продумано, настолько красиво, такой идеальный порядок. Но обычно мы, пенсионеры, уже как-то опускаем руки, а этот человек нет. Этот человек, наверное, я так думаю, никогда не опустит руки. Не просто жить, а чтобы жизнь была занятием. И она очень мыслит. И Андерсон хорошо сказал словами лягушки. Жизнь – это такое прекрасное занятие. А вы своей жизнью доказали это. Да, заниматься надо чем-то, и все будет прекрасно. На этой А если ты не будешь заниматься, а просто так жить изо дня в день, день прошел, и слава Богу, вы знаете, это уже будет неинтересно, это будет не жизнь. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Ну а я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю: до новых встреч!